не болып жатыр мына жерде өзі? Көрсек көзіңді ашпай оны. Кино болады, кино. Сәлем достар, Кипро ТВ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз казахский страшные сказкидің жалғасын түсіреміз. Көбісі сұрап жүр, қайда жалғасы деп. Мен күтіп жүрсем, ютубта қашан келесі сериясы шығады, содан кейін шығарам ба деп ойлап отырғам, бірақ та что-то шықпайтын сияқты келесі сериясы ютубта. Сондықтан біз Freedom Mediaдан көреміз. Сіздер де егер цензурасыз және менсіз дейді ғой, толықтай бүкіл серияларын көргілеріңіз келсе, Freedom Media сайтынан көріңіздер, сілтемесін сипаттамада қалдырамын. Жалпы мұнда бүкіл сериялар шыққан достар, және де оны тегін көре аласыздар еще подпискамен. Так, жарайды достар, let's go онда. Бастайық. Біз болсақ 5-ші серияда тоқтадық. Ойпырмай. Дауысы тым қатты шығып кеткен сияқты ғой. Әлде олай емес пе? Достар, қолдау ұмытпаймыз, қолдау білдіреміз, лайк басамыз, арнаға тіркелеміз, қоңырау шертеміз. Человек может измениться только в отрицательную сторону, дейді Франц Кафка. Кафку, ну, знаем, да, Кафка. В отрицательную сторону дейді. Яғни басты кейіпкер туралы айтып жатыр ғой, походу, да? Ол походу бізде андай жағымды персонаж емес, жағымсыз персонаж болып қалуы мүмкін бе? Білмеймін достар, енді маған қызық, шыны керек. Достар, қолдау күтем, лайк, подписка, уведомление. Мен шыны керек бұл сериалдарды көргенмен рискую, өйткені бұдан бұрынғы мұнайды көрмеймін, бірінші сериясы маған бан тастады, білмеймін. Өкінішке орай мұнайды әрине көре алмаймыз. Ну, казахский страшный сказки енді бан жіберсе, енді точно мен бұл сериалдарға ешқандай реакция жасамаймын деп ойлаймын. Так, жарайды, ал let's go онда. Түсінмеймін да оларды. Мен вроде наоборот олардың сайттарын реклама жасап, сол жақта көріңдер деп, кәдімгідей наоборот реклама жасасам, олар наоборот маған апайып жібереді, предупреждение білемін. Түсінмеймін. Подожди, мына балана жолы өліп қалмады ма? Ата, қайда барасыз? Брека. Так, дауысы нормально. Все нормально, все четко видно. Дети. Не балуйте. Вы же помните тетю Гаухар? Вот она скончалась. Она просила приютить свою дочку. Это ваша двоюродная сестра. Познакомьтесь с ней. Берегите ее. Не балуйтесь с ней. What? Что за приступ? Ты, если голодная, можешь поесть на кухне. Нет, спасибо. Ну ок. Мы тут, как в сериале «Друзья». Бардак, но живем мы дружно. Куда ты села? Я тебе разрешал. Разрешение спрашивай. Можно сесть? Нет. Нельзя. Так, түсінікті. Интересно. Жалғастырамыз. Чё? Маньяк коп. Прикольно. Twilight Zone. The Twilight. Это что, реальный кинолар нелер ма? Постерлар ма? Мен білмейді екен. The Blob. Стивен Маккуин. Реально мен білмейтін кинолар ма? Так, бұл 5-ші серия.
су перісі туралы жалғасатын шығар. О, 47 минут керемет. Су перісі туралы шығар, наверное, жалғасы, иә. А можно я у тебя посплю? А почему ты просто у себя не поспишь? Там просто эти рядом. Пончики. Да, без проблем. Только я встаю рано. Тебе будильник не помешает? Нет, не помешает. А можно я пумсика с собой возьму? Пумсик, это твоя игрушка? Угу. Давай так. Никогда не спрашивай меня ни о чем. Это твой дом, и ты наша сестра. Хорошо? Да, спасибо. А что это за фильм? Это «Сумеречная зона» 59-го года рода Серлинга. Лучшего просто не было фантастики. Сумеречная зона. Мне не очень нравятся страшные фильмы. Зря. Когда страшно, ты становишься лучше. Это как? Ну, страх — это как лекарство. Принял, и что-то тебе умерло плохое. Любопытно. А это из какого фильма? Это не из фильма. Это я сам нарисовал. Бұл су перісі. Ты где увидел такое? Во сне. Во сне. Мне тоже снятся страшные сны. Даже рассказывать страшно. Понимаю. Ты это слышишь? Кто-то обоссался. Как будто Кто-то обоссался. вода журчит. А, это фигня, это я обоссался. Нет. У них даже курпишки криповые, как будто этими курпи вытирали кровавый пол, не знаю, кровь как будто вытирали. Вытирали. Блин, мен өзімде акцент пайда болған вытирали. Так. Серьезно курить, достар. Я сейчас схожу в туалет, хорошо? Ты же защитишь меня, если что. Угу, хорошо. Парень, ты не знаешь, на что ты подписываешься. Пумсик. Қарап отыр дейді. А, супер. Подожди. Бұл, короче, достар, бұл, короче, флешбэк дегенде бұл бұдан бұрынғы серияда көрген анау өткен ағасы өліп қалды ғой. Оны өлтіргеннен кейін мынаған барды ғой. Мынаның бір типа ағасы қалды дегенде болды ғой вроде. Содан кейін, блин, главный персонаж. Біржан айтты ғой, су перісінен детдомға дейін где-то примерно 3000 шақырым деді ма? 3 шақырым деді. 3000 шақырым деді. Короче, оған дейін әлі 2 күн жүреді деді ма? Бір бәле ғой. Сол событияларға дейін болған зат сияқты бұл, иә? Ты не защищил ее, не защитил. Чё со мной? Не защитил ее. Арман, помоги, пожалуйста! Кому-то скажешь, я тебе грохну. Понял меня? Ты что? Ну, здесь опять контекстная информация. Немножко страшные вещи, которые творятся в детских домах, в приютах. Я, достар, балалар үйлерінде, приюттарда жалпы қыздар қандай қорлық көріп жатқанын тоже бір жағынан көрсетеді. Сонысы жақсы да. Бұдан бұрын мысалы мен айттым ғой, жемқорлық, анау-мынау там сондай жаман заттарды, инцест дейді ғой, сондайларды
между строк көрсетті мұнда енді балалар үйлерінде приюттарда осындай жаман заттарды көрсетіп жатыр да. Окей. Кто-то видел? Стой, иди отсюда. Быстро! Иди. А это здание больше похоже на частный дом, а не на приют какой-то. В доме нету зла. Бәлекет. Свататься. Аташка просто забыл принять таблетки. Ты уверен? Да. Повтори 4-е правило. Бойцовский клуб. В доме нет зла. В доме нет зла! На моего препода похоже, капец. Даже когда он крикнул, я примерно вспомнил, что он похож на моего препода. Так и хочется пиздать. Ой. И сыновья не могли сделать этого. Улдар ғой, а? Мои сыновья не могли сделать этого. Иди спать. Завтра поговорим. Сонда балаларым, а? Смотри. Кешіріңіздер, конечно. И сыновья не могли сделать этого. Сонда, подожди, это даже не приют, что это вообще? Это бывший приют, что это? Сонда, мынау аналардың әкесі дұрыс қой. А мынауларды сонда, мынау соның ағасы ғой бірақ. Ана қыз сонда қосымша еще балаларды ала ма, типа қарауға приют сияқты. Әлде қалай, мен соны түсінбедім кішкене. Әлде ол бүкіл жаңағындай детдомдағы балаларды өзінің балаларындай санай ма, типа мои сыновья, мои дети дейді. Соны кішкене түсінбедім, да? Я что-то пропустил или слишком... Что-то пропустил, кажется. Может, это вообще частный дом, этот мужик просто благотворительно занимается. Все, иди спать. Завтра поговорим. Приютил, может, всех, может быть. А те родные, типа... Ну, этот мужик прям кукухой поехал, да? Раечка, раз ты у нас единственная девочка, налей. Сонда төртеу ғана ма сонда? Бірақ ана жол басында көрсеткен кезде балалар көп бір топ балалар болайды ғой. Солай емес па? Тоқтаңдар, стоп, это пока не приют, я так понимаю. Все, понял. Достар, давайте я вам все проясню. Это не приют, это история до приюта. Мыналар, я так понимаю, приютқа дейін өз үйлерінде қазір мынау әкесі, мынау қыз болса, айтты ғой, сіздердің тәтелерің бар ғой, сол тәтелерінің баласы деп, енді олар біздің баламыз, сендердің сестраларың деп. Все, понял. Вот ты тупой, ну ладно. Пропустил момент, конечно. Да, это дом вот этого чувака. Это не приют, вот это его дети. А вот это дочка вот этого сестры или еще тети какой-то, короче, родственницы, понятно? Он, короче, себе взял на попечительство дедовое. Скорее всего, этот чувак сдохнет, и вот эти все пойдут в приют. Вот так примерно пойдет. Чаю.
Какой же тугодум? Ну ладно. А мы повторим правила нашего дома. Раечка, запомни. В доме нет зла. Правило первое. Мы все здесь друзья. Правило второе. И то не должен знать. Папа всегда прав. А, ну это да. Правило третье. Мы все здесь любим друг друга. Раечка. Зло, оно вот здесь. Если вы не замечаете, то ее как бы нет. Поэтому правило четвертое. В доме нет зла. Дети, повторите. В доме нет зла. И еще раз. В доме нет зла. И еще раз. В доме нет зла. Раечка, повтори, пожалуйста. В доме нет зла. И еще раз. В доме нет зла. Громче. В доме нет зла. Молодец. КСС. Казахские страшные сказки. Прикольно. Суперсі қайдан шықты деп ойлайсыңдар, мінеки. Предысториясы кішкене бар сияқты. Ох. Та девочка с озера совпадает с пропавшей Раей Темировой. Кстати, да, вот эта девочка с куклой, вспомнили же? Помните, бұдан бұрынғы серияда трупты тауып алды да, и помнишь, ана ойыншықты тапты ғой? Пупсик, нет, блин, короче, как-то называется. Сол ойыншықты тапты ғой, помните? Өзеннен. Осы қыз ғой, короче. Сол қызды өлтірдік, получается, өлтірді. Енді сол қыз су перісі, наверное. Ол қыздың су перісіне айналып кетті ма? Бірақ-та какой-то дух есть по-любому, да? Зло какое-то есть же дома. Сол зло қыздың денесіне кіріп кетті да, енді сол қыз су перісі болды. Су перісі болып, ана бірінші баланы көтенін айырып кетті. Содан кейін оның бауырына кетті анау пончикқа. Екі пончик өткені оған қорлық көрсетті ғой. Түсінотсыздар ма, түсінотсыздар ма? Племянница директора. Она жила вместе с ней и утопилась. Өзі сама утопилась. Останови машину. Че говорит, останови машину? Будет еще одно убийство. Я видела Пашку. Чтобы остановить монстра, нужно убить человека. Я так больше не могу, я не хочу больше жертв. Но даже если придется убить еще, то почему нет? Если мы убиваем маньяков, убийц, таких монстров, то это правильное убийство. Мы не должны вмешиваться в природу. Там наверху сами решат, кому жить, а кому нет. Не тебе решать. Факт. Ой-яйся. Ты не думал, что там наверху
никто ничего не знает. И внизу никто ничего не знает. Есть только мы. И мы сами решаем, что зло, что добро. Хочешь, я расскажу сказку про одного охотника? Он был беспринципным охотником. Продажным. Шкурные интересы у него были. Вместо того, чтобы охотиться, он делал ничего. Ну, короче, чуму. Потом его наказали. И он стал чудовищем. Теперь я думаю, может, если я иду хоть одно дело до конца, что реально, может, я стану нормальным человеком. Хочешь, я расскажу тебе другую сказку про девочку? Хотите, я расскажу про свою сказку? Про одного блогера. Жила-была одна девочка, и однажды в детдоме она убила мальчика. Она так испугалась. Я решила, что больше никогда не будет использовать свои силы против других. Так что я больше в этом не участвую. Почему она до этого не могла дверь открыть? Что-то я этого не понял. По Бржану непонятно, он улыбается или он плачет. Глаза как будто плачет, а на лице как будто улыбка. Или что это? А, вот уже наши дни. Бұл енді біздің кезіміз. Менің түсінігім бойынша. Да, это уже наши дни. Это уже детдом. Прикольный рисунок. Твой? А, это мой сон. Мне обычно кошмары снятся, а тут вдруг что-то нормальное приснилось. Дай. Откуда они такие локации интересные взяли? Откуда какой-то райондарға барып қалған түрлі актовый нелерді тауып соларды түсірген шығар, иә? Интересно. Арман, как твои братья умерли? Они умерли на свой день рождения, как в дешевых слэшерах. Любишь слэшеры? По-разному. Если штампов нет, то можно и посмотреть. А когда у тебя день рождения? Сегодня в 12 ночи. Одного брата обнаружили в туалете, другого в коридоре, интервал в год. Арман,
Расскажи, что случилось с Раей. Ты сдохнешь! Арман! После 12 тебя убьют! Понимаешь? Ты... От тебя ничего не останется. Ты тоже захлебнешься. Арман, ты понимаешь? Пожалуйста, дай мне зацепку. А? Арман, расскажи, что случилось с Раей? Ну, ты же знаешь. Есть двери, в которые лучше не заглядывать. Из вертушки же зама. Эх, мальчишка, тебя пытались спасти. Хороший переход. Продолжим, да? Ты что, пришел? Раскрывать дела? Тебе зачем это надо? Повышать статистику. Конкретно тебе зачем это надо? Конкретно? Спаси пацана. А ты не думал, что если мы спасем пацана, мы нарушим баланс? Баланс нарушать нельзя, знаешь? Вообще, какие последствия могут быть? Я не нарушаю. Я хер пойми, кто в этой природе. А у меня нет такого дара, как у тебя. Я знаю только одно. Мое предназначение — это ловить и убивать монстров. Устал, шайнал. А твое предназначение — помогать мне в этом. Мы, ты и я. Ты и я. Ловить, 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 ловить. Ритм слышишь? Ловить. Монстров, монстров. Ловить. Монстров. Ловить. Монстров. Ловить. Монстров. Музыка килитапы. Стой, зло, стой, стой. Ой, как там текст? Этот чувак, походу, он же. Это он его нарисовал, получается же. В бестиарии написано, что она может проходить сквозь любые стены. А из чего она состоит? Из гнилой плоти. Убивает водой. Если сгнившая плоть, то уничтожить можно. Так, еще раз, Ну, если она извиняюсь. В бестиарии написано, что она может проходить сквозь любые стены. А из чего она состоит? Из гнилой плоти. Убивает водой. Если сгнившая плоть, то уничтожить можно ее. Ну, если она проходит сквозь стены, значит нет плоти. А есть еще идеи, как ее убить? Как убить воду? Ну, если испарить, то она конденсат восстановится опять. Заморозить, так и растает и опять восстановится. У нее есть еще мотив? Есть? Если испарить, то она конденсат восстановится опять. Заморозить, так и растает и опять Это импровизация была или реально?
есть еще мотив. Месть. Суперы мстят за несправедливость. А как можно спасти пацана-то? Можно девочку обратно в озеро вернуть. Да. Устроим ловушку, заморозим. В интернете наверняка есть магазин. Ну да, заморозим, посыпем ионом серебра. Но проблема, как мы эту тварь заманим в морозильник? Нам нужна какая-нибудь приманка. Приманка. Ага. Пострадает один человек, чтобы вместо того, чтобы... Спасти остальных. А кто будет приманкой? Кто? Ну, пацан пусть и будет приманкой. Она же на него охотится. Пацан не будет приманкой. Да не, я просто ляпнул. Как вариант. Она видит не только бабушек, да? Она в целом духов видит, да? Умерших. Карбюраторный Мерс. Сара, ты шо? Я знаю, что у тебя сломалось. Что? Машина. Да ты че? Прикинь, она ему подсказку дала, что у него сломалось. Ебать! Его что, насилуют, что ли? Е-мое! Серьезно? Сара? Твоего мужика там... А кто сзади сидит? Артневый утро. Судмедэксперт? А он что сидит просто так? Ну, все нахуй. Теперь он обязан на ней жениться. Вы что? Ты что, долбоеб? К тебе приходила Супера? Да. Она тебя соблазняла? Как сирена. Давайте попробуем завести. Ты поцеловала его? Да мы там не то, что Ты о мы там чём? свадьбу сыграли. В чьем облике она приходила? Просто Суперы приходят в облике того, кого ты больше всего любишь. Ну или хочешь. Она в образе жены приходила? Нет, да не важно. Да ладно, мне просто интересно. А может, она в моем облике приходила? Ты не в моем вкусе.
Ты тоже. Все, едем дальше. Суперсе. Суперы — вода фея. Суперсе — водяная фея. А суперседа это... А, это что-то другое, да. Да, это другое. Капец, жалаң тақырды. Детдом. Ну как? Живой еще. Прочитал книгу? Да, но не до конца. Про что? Ну, был один мужчина, ему прилетела ворона, и эта ворона ему сказала: никогда, никогда, никогда. Мы пойдем спать. Тогда за пацаном присмотрите. Да, мы предупредили его отца. Он разрешил. Хорошо. А, отец жив? Подожди. Отец его жив. Предупредили отца. А с какого хера он вообще в детдоме? Подожди, что происходит? Или отец директор этого детдома? Что? Как? Как это работает? Или отца тоже на пассажирку... на... Там под другой. Этот чувак боялся смерти и хотел обмануть ее. И мы сейчас как раз-таки это и сделаем. Обманем смерть. У тебя будет день рождения, мы будем рядом. Тебе не обязательно праздновать свой день рождения в морозилке. Ну да. Она же все равно придет за ним. Можно же что-то придумать. Не обязательно его использовать. Я что, использую, что ли? Ну да, в качестве наживки. Зачем Он же перед по-любому мальчиком сдохнет звать? в 13 часов. Вообще, почему я не могу использовать его? Подожди, время уже 12. Нет, сейчас 11. 12? Они опять время назад перевели. Да? Она уже здесь. Супер такая, блять, время перевели, сука. Супер такая, 12'де өлтірем бүгін. Сағат 12 болды. Деп келгеннен кейін соң, бля, айтпақшы. Тоқаев мырза. Уақыт өзгеріп тастапты ғой. Ай, кесін жет. Приду потом. Через час. Побежали в морозильник. Побежи. Как они в итоге Она хотят далеко? убить это? Не Метров до конца 20. помню. Уже близко. Заморозить ее в морозилке, потом... Дальше? Как они это представляют? Я что-то не совсем понял. Ну, суперса жуткая, конечно. Оставайтесь здесь, вам там делать нечего. И ни в коем случае. Дверь не открывать, она может имитировать голоса. Это мимикрия. Это я тебя этому слову научил. Ну да, у тебя IQ 150. 153, я была шахер. Нет, ты соска. Замерзни, а? Зеркало возьми. А Пашка сказал, что только через него ты можешь ее увидеть. А еще, если она себя увидит в отражении, то испугается. Ох, Валя. Угадорно. Она может убить только того, кто испытывает чувство вины. Ух ты. Интересный инсайт. Арман, давай ты нам все расскажешь. Может быть, тогда твоя совесть очистится, и она тебя не тронет. Я не могу. Чудовища, они иногда как люди, они тоже обижаются, мстят. И если мы поймем, на что они обижены, мы можем спастись.
Ну, я никому не рассказал. И из-за этого мне никто не помог. Не, ман. Это же кишки, блин. Они издевались над ним. Кто они? Мои братья. А папа... Ну, губки у нее рабочие, конечно. Правда, почему-то они вертикально стоят. Ну, окей, ладно. Папа вообще сказал то, что это нормально, что все мужчины так поступают. Хрень. Это нормально. Хрень. А ты не трогал ее? Нет. Но я молчал и не заступился за нее. Хотя я обещал ей. Что за щи? Ты не виноват. Виновен твой отец. Сонда әкесін өлтірмей мына балаға келген қалай су перісінің, что-то мотив су перісіне я не пойму. Да в первую очередь она должна была убить как раз таки вот этого мужика, а не пацана даже. Ну, окей. Пацанов сначала тех, которые издевались, а потом мужика, а потом вот этого мальчика. А почему на день рождения? Вот таких вопросов до хера, да, остаются? Как она замерзнет? Это постепенно же здесь замерзнет. Это же не азот какой-то жидкий, не азот. Как она сразу замерзнет? Переохлаждение молодых. Откройте! Откройте нахрен дверь! Сара! Откройте! Сара! У меня зеркало треснуло! Дайте еще одно зеркало с гребаными рунами! Откройте! Может, откроем? Открой, пожалуйста! Ты не знаешь, на что эта тварь способна. А я знаю. Откуда? Мы тебе не верим, сволочь. И не нужно имитировать голос Бержана. Бержан, все в порядке, мы все держим под контролем, мы эту тварь не выпустим. Эй, Есалан! Эй, Пулмен, это я! Бержан, открой! Родной, пупсик, скунс, чизкейк, Пулмен! Она хороша. Лес! То есть еще больше. Минус 39, 40. Эй, у меня еще больше грехов, чем у этого щегла. Меня тоже гложет чувство вины. Возьми меня. Например, я подставил одного человека. Я посадил его, чтобы дали мне повышение. Ох, бля, вот это Я низко. посадил бомжа, хотя он не воровал. Я оформил на него кражу. Возьми меня! Эй! Пиздец низко.
Бля. Самая такая мерзкая серия в натуре. Да, я закрыл глаза на убийство жены прокурора. Да, хотя он прокурор. Поэтому я закрыл. Сказали суицид. Понимаешь, я так и написал суицид. Да. Я хуже, чем последнее дерьмо. Возьми! Давай, возьми! Возьми! Вот это страсти. Сейчас пацан впервые увидит порнушку. Ух ты. Салам алейкум. Алейкум салам алейкум. Как они определили, что можно открывать? Ой, кишузер. Вставай. Ага. Идем. Тихо. Ну, а почему она Брижана убила, а отца не убила? Ты... Чего? Бржана убили, что ли? Главного героя? И его убили спокойно, а этот чувак, его соска, Кент Чизкейк, Пупсик Скунс, кушает. Чё, они друзьями даже не были, что ли? Я теперь перестану верить в любовь после этого. Потому что отец не испытывает вины. А, нифига, вот ответ. Боржан испытывает. Куадыкин суперс. Ну что, получается, там наверху думает... тот, кто закрыл глаза на зло, даже если испытывает чувство вины, он так же виноват, как и тот, кто сотворил это зло. Они забрали его все-таки. А как мальчик не как мальчик жив остался? Кішкентай бала суперс ультра кетпесе де қатып қалушы еді мен минус 40 градуста. Как минимум обморожение получил, наверное. Пневмонию. Что если наверху никто ничего не знает? И внизу никто ничего не знает. И только мы решаем, что добро, что зло. Останови машину. У меня есть способ от опашки. Но если я это сделаю, может что-то ужасное произойти. Ух ты. Любовь спасет. Она научила, но пользоваться запрещала. Только в самом крайнем случае. Ну, может, это как раз тот самый крайний случай? Давай рискнем. Классно же. Эх, бля, не бросай так, ну Я он же могу оживить, сломается. могу не оживить. 50 на 50. Главное, чтобы он вернулся таким, какой был. Так. Главное запомни. Не выходи из аркана. Лови. И когда я начну И не терять наложи, силы, и не наложи в штаны аркан. ты поймешь. Прысни в меня этой водой. Запомнил? Точно запомнил? Да.
Повтори Не буду я ничего повторять. У меня IQ 150. этой водой. Запомнил? Точно запомнил? Да. Повтори. Не буду я ничего повторять. У меня IQ 153, я окончил Европейский университет. Я балашакер. Не буду твою колдовскую хуйню уж как-нибудь запомню. Это очень важно. Это очень важная хуйня. Слушай внимательно. Я отправляюсь в загробный мир к Эрлику. Ох, бля, вот это интересно. А, это она станет той, которая на обложках, да? Потом Хуяси. переправляюсь через кипящее озеро Караколь. Ух, как она переправляется. Походу, блин, есть этот весло, есть на. Под ним есть путь в другой ад. В другой ад, где я подойду к синей реке Тойбойдын. Я переправляюсь через мост из Херася она тонкого ради конского него. волоса. Ебана ради него. Если я упаду, внизу меня ждут чудовища-глотатели. Река полна душ умерших людей. Среди них Боржан. Дальше я отвлекаю Эрлика танцем. Эрлик? Ирлик? Эрлик? Танцем? Я отвлекаю Эрлика танцами. Он теряет бдительность. Лайфхак, друзья. Если попали в ад, в аду можно, оказывается, ну, тот чувак, который тебя, ну, поджигает же, я не знаю, как это происходит. Можно танцами, короче, отвлечь его и убежать. Этим пользуюсь и выкидываю его в наш мир. Ох, просто выкинуть можно. Эрлик беспомощен в нашем мире. Он ищет тело. Эрлик вселяется в меня. Ох, бля. Эрлик в моем теле бросается на тебя. Ему мешает аркан из верблюжьей шерсти. Не выходи из него, что бы ни случилось. Короче, я так понимаю, вообще в целом в этой сериале, в этой мифологии, самое крутое это верблюжий аркан. Вообще можно взять этот верблюжий аркан и просто нахрен ходить постоянно с этим верблюжьим арканом. Сделать вот такое, короче, из железки такой конус сделать вокруг тебя. И аркан, короче. И похуй. Такой супергеройский можно даже этот костюм придумать из верблюжьего аркана. И все. Ты пули не пробиваем и не убиваем. Эрлик боится шума. Используй все, что стучит. Эти звуки отпугивают Эрлика. Тем временем я нахожу душу Боржана и возвращаюсь в наш мир. Я вселяюсь в свое тело, занятое Эрликом. Мы боремся за мое тело. Ой, И здесь да, ты должен прыснуть в нас заговоренной водой. другой водой. Времени мало. Мои силы на исходе. Если ты этого не Блин, косяканул. Булашакис косяканул. сделаешь, кое-что из того мира останется во мне. И я сама могу стать монстром. Теперь его нужно оставить тут на ночь. А если его звери сожрут? Если он хороший человек, его съедят звери. А если плохой, то вернется, но уже в теле мертвого. Значит, вернется. Ты Далмич. Ты в меня плеснул плеснул воду, которую я тебе дала? Или нет? А ты точно эту бутылку использовал?
Да, конечно. Я же знаю, что делаю. Чуть мне не доверяешь, что ли? Да что это такое? Заводись. Ема. Вот и начинается новая глава Дисней. То есть, если ты хороший человек, тебя съедают дикие животные. А если плохой, тебе возвращается. Джо, суперисы как монстр прикольно. Суперисы как монстр классно сделанные. Неплохо, неплохо. Осылай, достар. Ары қарай не болады екен? Сонда Сарада Эрликтің бір частичкасы қалып қояды ма не? Ал Біржан кім болып қайтып келеді екен? Қайтып келгенде басқа біреу болып қайтып келеді ме екен? Әлде бір қосымша бір навыктармен келе ме екен? Может, у него новая скиллха какая-то появится. Интересно, интересно. Келесі сериалдар, наверное, Эрлик туралы от шығар деп ойлаймын. Және де жезтырнақты қашан көретініміз соны күтіп жүрмін. Достар, қолдау. Ең бастысы қолдау ұмытпаймыз. Подписка. Лайк, уведомления, все уведомления қос қоямыз. Комментарийға 6 сөзден көбірек жазамыз, чтобы YouTube алгоритмдары продвижение жасау үшін, роликке көмек беру үшін. Және де Telegram мен Instagramға тіркелуге де ұмытпаймыз. Сол жерде бүкіл хабарландырулар. Жақында Шекер 2-ні бастаймыз. Сондықтан қарап жүріңіздер. Сау болыңдар. Не болып жатыр, не жерде өзі? Көрсек көзіңді ашпай оны. Кино болды, кино!